Всем привет, друзья! Поздравляю вас с 1 декабря, календарное начало зимы. Хотя зима у нас уже давным-давно. Ну как давно? Месяц-то точно есть уже. Месяц назад мы вышли на первый лед. Так что месяц у нас зима, это как пить дать. Ну а мы с вами находимся сегодня на нашей переправе. И как видим, наконец-то ее начали заливать. 2 дня уже как заливают, сделали разметки, пошло первое заливание. Почему раньше не заливали, хрен его знает. Были морозы, минус 30 и все такое. Только-только вот почистили дорогу и только 2 дня начали заливать. Никому, видать, нафиг это не надо. Как мы видим, полыня наша слева, так здоровая полыня, так и не замерзла. Сегодня у нас всего минус 4 градуса. В такую погоду река не замерзнет. Вдалеке вижу рыбака налимника. Стоят палки на налимов, тут выставили, смотрю, хорошо. Меня здесь не было 5 дней. Мои здесь вот раз, два, 2 палки по 2 крючка, 2 продольничка. 3 палки по 2 крючка, 2 продольничка. Остальное все там у меня уже на правом берегу. И именно оттуда мы начнем сегодняшнюю проверку. Все, поехали. Время уже темнеет, 2 часа. Так что сегодняшняя проверка у нас будет под фонариком. Ну вот и готова наша первая палочка, и приступаем к проверке. Пока, надеюсь, так. Пока немного видно, пару палок проверю так, а потом одену фонарик. Повторяю. Стояли палки 5 дней. 5 дней не проверялись. Так что посмотрим сейчас, было что-то, не было. Так, вода не прибывает. Обычно, когда прибывает, когда протыкаешь, палка проваливается. Сейчас она стояла на месте. Вода остановилась. Так, тут у меня должна быть тюрьма с мальками. Ух ты! С ершами, вернее. Пару ершей подохло. Так. Ну и смотрим. Есть мне что-то. Что-то есть. Небольшое. Вот такой вот небольшой налимчик на полкило примерно. Сразу же на первой палке. Вот такой вот. Блин, крючок забыл. Ну ладно. Как-нибудь без выключателя сегодня обойдемся. Сразу же вот такой крюк заглотил он до желудка. Вон какой большой крюк, друзья. Он. И заглотил вот такой, в принципе, не крупный, второй крюк. Тоже пустой. Так что первая палка и сразу же налимчик. Это очень хорошо. Это замечательно. Будем надеяться, что и дальше так будет. Засыпаем ерши, что есть остатки. И будем насаживать. А их у нас не так-то и много. Живых вообще осталось уже 3, 4, 5, 6 штук. Остальные почему-то подохли. Ну и ладно. Насажу то, что есть. Так, друзья, все-таки решил включить фонарик, так как я-то еще пока вижу, но вам, наверное, будет навряд ли видно. Здесь у нас тоже баночка. И здесь даже есть 3 ёршика. Это хорошо. Так. Ну а если налимчик, походу, маленький тоже есть. Такой же, но уже уснул. Все-таки 5 дней не проверял. Жабры побелели. Ах, будет сегодня туману. Праздничный ужин. Пахнуть не пахнет, еще свеженький. Мы все равно сварим туману. Туман нам скажет спасибо. В принципе, такой же, чуть меньше. Уже хорошо. Что, смотрим дальше.
Настроение поднялось с первых палок. Так что есть надежда. Надежда есть. Надежда. О. Здесь тоже слабая натяжечка есть. Вот такой вот гальян озерный здоровый. Никто его не съел. Живой. Ёрш подох. Ну. И вот такой вот налимчик тоже уснул. Так что туману сегодня праздник, даже и коту достанется. Кот у меня тоже обожает налимов. Всем по налимчику. Ерша тоже собаки в кашу. Поехали дальше. Пока без промахов. Пока идет все зашибись. Так. Ну и здесь походу что-то небольшое болтается. Ёшик подох. Второй подох. Ну да. Только-только окочурился. Но все равно не мимо же. Поехали дальше. Так, ну а здесь походу пусто. А да, пусто. А нет. А, его вообще под шугу. Опа. Нет, 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 вот живой. Вот такой вот живой налимчик. Какой он белый. Друзья, смотрите, какой необычной раскраски этот налим. Светло-желтый. Все такие черные вон. А этот и живой. Затащил под шугу. Так что 5-я палка без промаха. И здесь живой. Энцкадан. Вот так вот. Едем дальше. Так, а на этой палке у нас продольник. И что я заметил, вода не просто остановилась, перестала подниматься, прекратился подъем воды, она даже уже падает, потому что вот сантиметров 7, наверное, палка подскочила вверх, потому что палка упирается в дно, лед садится, и когда отдалбливаешь лунку, палка выпрыгивает. Это значит, что вода начала падать. Может, и с этим и связано, что начал клевать налим. Ну, сейчас посмотрим, случайность это или закономерность. По крайней мере 5 палок у нас сработало без промаха. Так, смотрим, что у нас на продольнике. Тут все-таки как-никак крючков 7. Что-то вроде бы даже и тащит. Что-то даже вроде бы и дергает. Вот туда вот утащило под шугу все. Так, один ёршик живой. Что-то дергает. Не такое не сильно крупное, но что-то есть. И так интересно, он туда почему-то утащил. Так, смотрим. Второй крючок у нас без живца. Так, видно. Третий ёрш у нас дохлый. Так, что-то гуляет. Четвертый ёрш у нас дохлый. Пятый ёрш у нас дохлый. Ну, появляется уже. Вот он. Вот он такой налимяка. О,
И там еще что-то есть. Вон второй. И все, и бутылка. Там ёрш. Вот такие два налимчика. Этот уже у нас идет больше полкило, грамм на 700 где-то, наверное. Ну и этот полкилошка по-любому. Так что заглотил, кровоточит. Ну и полкилошка, грамм 300, наверное. Ничего. Это уже хорошо. Продольник тоже сработал. Значит, все-таки подъем воды для них что-то как-то не так было. А вода остановилась, пошла на спад. Налим пошел клевать. Будем надеяться, что клюнет нам и крупный. Но этот уже тоже хороший. И у нас в ведре уже улов растет. Все, наживляем, отпускаем. Идем дальше проверять. Так, здесь вот он, вот он, вот он налим. На грани засыпания, но живой. И вот второй. Этому повезло меньше. Этому О, жабры красные, нормально. Он только-только сегодня еще уснул. Так что ничего страшного. То, что он уснул, значит, жабры красные, он же не испортился. Если жабры белые, это коту можно. А если жабры красные, а вот этот красавчик, он уже ближе к килограмму вот такого крючка заглотил от Янцекаден. О, в нашем ведре прибавляется. И это не может не радовать. Прекрасно все. Янцекаден. Все, наживляем. Отпускаем. Два крючка оба сработали. Ну что, поехали дальше. Где наш крупный налим? Хотя бы трешечка. Я так соскучился по тебе. Дай мне увидеть тебя. Нет, здесь крупного нет. Здесь только мелкий. Ушел под лед. Вот он. Он такой 300-граммовик. Но опять же не пусто. Не пусто, друзья, не пусто. Заглотил, но живой. Так что в нашем кузовке прибавление. Нате, дружка, чтобы вам веселее было. Ну а мы... Так, у нас сколько осталось? 4 ша. Оставляем одного дохлого и нацепляем одного живого. Так я уже, кстати, делаю. Ну, этот почти живой, но скоро умрет. Сделаем так и выпустим с него кишки, чтобы он запахло кровью от него, кишками. Может быть, на запах придет налим. А сюда свежего. Вот так вот. Ну теперь, если даже он дохлого не возьмет, то подойдет и возьмет живого. Как-то вот так. Думаем, что это сработает. Кстати, все налима ловят по-разному. Кто-то с грузиком, кто-то с веревочками. А мы по старинке все вот так вот. На палке. Дешево и сердито. И не боишься, что перерубишь веревку там или еще что-нибудь, когда лед будет толстый. Но некоторые ставят кусок проволоки. Как мне показал отец, так и делаем.
Пошли дальше. Так, а это у нас переставленная палка. Попал в зашугованность, прочистил все как смог и закинул. Тут ближе к берегу, я думал мелко, но глубина есть. И все зашуговано было, и лед толстый здесь был. Так, ну как мы видим, закинул я неудачно. Все повисло в шуге. О, даже кто-то и дергает. Он налимчик. Он что, поверху плавал, что ли, у меня получается? Или увидел налима, щеманулся. Так, а два ерша у нас живехенькие. Ну и ладненько, ну и хорошо. Попался так попался. Молодец. Также грамм на 300. Пойдешь в общую кучу. Живой. Хотя и заглотил до желудка. Некоторые дохнут, некоторые нормально. Или просто он недавно попался. Полезай в общую кучу, друг. Так, вот у нас тут какой. А, это у нас ёрш здоровый попался на червя. Я насаживал маленький крючок в надежде на сишка, там на кого-нибудь, на хариуза. Попался ёрш. Ну ладно, я снимать его не буду, потому что он заглотил. Попадет крупный налим, попадет, нет так нет. Так, друзья, у нас эта палка тоже переставленная на новом месте. Так что смотрим, был ли налим здесь или не был. Так, какая-то натяжечка присутствует. Походу сдох. Ага. Налим был. Но откинул копыта. Вот такой вот килограммовик. И жабры уже белые. Так что ты, друг, у меня пойдешь на корм туману. Значит, с новым местом мы угадали. Будем и впредь надеяться, что сюда что-нибудь да будет. А? Растет улов в ведре. Растет улов. Янцкадан. Поехали дальше. Так, эта палка у нас тоже на новом месте. Переставленная. В прошлый раз я переставлял ее. Сейчас посмотрим. Опа, блин. Нифига себе глубина здесь. Даже немного не рассчитал. О, какой-то... А, у нас здесь продольник. Продольник с лески. И чувствую какую-то натяжку. Есть налим, дергает. Ну, дай бог, чтобы дошел. Потяжки такие нормальные. Так, хотя не знаю, налим ли это вообще. Я здесь насаживал на червей. Вспомнил, может быть и язь. Второй червяк пустой, то есть крючок. Здесь возможно и может быть язь. Так, здесь маленький налимчик. Это не он. Блин, что плохо леска, она крутится. Все. Пару ершей здесь тоже было, но в основном я насаживал на червей. Буквально 2 или 3 ерша. Для разнообразия я тоже насадил. Что, на последнем крючке, что ли? Что-то хорошенькое идет такое. Не меньше килограмма. Дойдет, не дойдет. На последнем крючке вот оно. А, налимчик. Иди туда. Все. Все. Блин, надергал-то как взрослый.
Ну ладно, и на том спасибо. Так, что с тобой делать, друг мой сердечный? Как ты заглотил? О, я бы тебя, конечно, отпустил, но ты крючок до жопы проглотил. Сейчас попробуем тебя реанимировать. Как-то так-то. Наверное. Все. Реанимация не получится. Вот он здесь, крючок в животе аж торчит. Так что пойдешь на корм. Мы тебя съедим. Так, и тут что? Такой грамм на полкилошник по-любому, грамм на 600 может быть, на лемяка. Не знаю, на что попал, на червя, на ерша. Но заплатил тоже капитально. Тут такой продольник я насаживал в надежде на язя, конечно, больше. Такие средние крючки. Малек нужен. На язя нужен малек. Иди, ведерочка. Вот такие вот крючочки средних размеров. Ну, они выдержат любого налима, если попадет. И в то же время язь хариус, пожалуйста. Милости просим. Отлично. Так потихоньку у нас вот уже пол ведра налимов. Так, друзья, у меня осталось 2 продольника, но не осталось живцов. Так что просто смотрим. Если есть, снимаем и оставляем не насаженными. Так как у меня живцы закончились, немного не рассчитал. Нет, я рассчитать-то рассчитал, они просто подохли у меня в садке. Так, что у нас скажет продольник? А он не скажет ничего. Он просто молчит. Мы его поставили на неудачном месте, возле полыни. И он так нам и не дал налимов. Вон здесь дохлые ерши есть. И все. А налимов нет. И не было. Все ерши живые. Ой, все ерши на месте. Все ерши подохли. А нет, вон один налимчик есть. Даже еще почти живой. На грани. Ерша, отдай. Мы его еще нацепим. О, шевелится. Так что у нас еще один налимчик есть. Все-таки один клюнул, единственный. В следующий раз мы этот продольник по-любому переставим. Он стоит не на месте. Так, все ерши на месте. Так что нам здесь живцы не нужны. Вон здесь комбикорм. Так, еще остался еще один продольник. Ершей насаживаю обратно этих, только предварительно выдавливаю кишки вот так вот. Может быть, что-нибудь на запахе придет. Ну что, друзья, вот у нас крайний продольник. Здесь были насажены дохлые ерши, как я помню. Ну, пару живых, может, было. Так что смотрим. Смотрим, добавят ли они налимов нам в этот кузовок. Дай бог, чтобы добавили. Вот он наш продольник. Так, ну что? Так. Ну, вроде бы даже какая-то натяжка есть. Вроде бы что-то натянуло, но не дергает. Может быть. Нет, вот дергает. Один дергает. Такой грамм на 300-400 где-то. Один сработал. Ерши дохлые. Я даже теперь не знаю, на живого или на дохлого он попал. Вон второй. Тоже живой. Это чуть поменьше. Так, еще там что-то. Все там бутылка
Или что-то еще дергает. А, за бутылкой там что-то запутанное, вон. И третий. Запутал весь продольник. А вон еще там что-то идет. И четвертый. 4 налимчика. Так, тебя берем, тебя берем, тебя берем. Так, а с тобой что делать, друг? Все их берем, все заглотили. Все заглотили. Так что этот продольник получается что? Сработал на дохлых ершей, что ли? Значит, дохляк тоже жрут. Так, отцепляем. Блин, ну вот они как проглатывают до желудка. Вырываешь вместе с жабрами. Так что, если за губу, я вот таких мелких бы, конечно, отпустил. Это где-то грамм. О, с хрустом аж вырвал. Нет, друг, ты не выживешь. Так. Эти-то нормальные. Сантиметров сколько они? Сантиметров 40. Этот близко уже. Грамм 400 точно есть, наверное. Ну что поделать, если крупный налим весь в низовьях. А да, открой ты рот. Вон, крючок аж с живота торчит. Но живой, не помер. Вон, крючки-то не маленькие. 3 и 4. Так что вот большое ведро 20-литровое. У нас получается больше половины. Сейчас посмотрим, сколько здесь штук. Килограмм 10 по-любому есть. Все продольники, все крючки, все палки сработали сегодня без промаха. Дай бог, что всегда так. Вот такая вот могучая кучка налимов. Так, вот этот шнулый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 налимов. 20 налимчиков. Ну что, отличный улов. Сейчас часть этого улова, которые живые, которые покрупнее. Сейчас я выберу их. Сегодня Саня, друг мой, Саня Калина, едет вечером 9 часов в город Сыктывкар. 500 километров. Они проедут этот путь и будут угощением на стол очень хорошему человеку. А человек этот Павел Осколков. Так что, Паша, отправляю тебе гостинец. Завтра утром он выкинет, не выкинет, а повесит это за форточку. И к вечерам ты получишь эту посылочку. Так что живые налимы, ничего с ними не будет. Они доедут и будут тебе угощением с реки Печора. Паша, Саня Калина отвезет Пашке мою камеру, и Паша попробует ее отремонтировать, запаять провода, если получится. Если это все получится, будет все отлично. Так что сегодня была вот такая вот рыбалка. Всем пока, всем до свидания и до встречи на реке.